Сегодня в 17 часов на НТРК «Магаз» состоится прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Аликалиматовым. Все приготовления уже завершены. Вы можете задать интересующие вас вопросы или отправить видеообращение на личную страницу главы ВКонтакте или на номер 8 928 098 23 33 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. В сообщении обязательно необходимо указать свои данные: имя, фамилию, номер телефона и домашний адрес. Количество звонков и вопросов от одного человека не ограничены. Обращения будут приниматься вплоть до окончания эфира. Трансляция прямой линии будет вестись на канале НТРК «Магаз», на официальном сайте, на площадке телеканала в Рутюб, а также на официальной странице ВКонтакте главы Ингушетии. Представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Презентация мероприятия 80-летия Победы и официального логотипа прошла в Музее Победы на Поклонной горе. С подробной информацией о мероприятиях юбилейного года, спецпроектах и различных акциях можно ознакомиться на официальном сайте празднования 80-летия my9.ru. В мемориальном комплексе жертвам репрессий проходит выставка «Горы Кавказские для меня священны». Экспонаты прибыли из Государственного Лермонтовского музея-заповедника Тарханы. Посетители выставки смогут познакомиться с историей создания литературных и художественных произведений Михаила Юрьевича Лермонтова, связанных с Кавказом. Выставка продлится до 29 января. С 25 ноября по 8 декабря пройдет Всероссийский экологический диктант. Акция пройдет в 6-й раз. Диктант включает 25 тестовых вопросов об особо охраняемых природных территориях, Красной книге, экотуризме, правилах обращения с отходами, охране природных ресурсов и биоразнообразии. Проверить свою грамотность можно на портале экодиктант.рус. Мероприятие приурочено к Всемирному дню рециклинга и охватывает важнейшие темы экологии, включая отходы, климат, водные ресурсы и заповедные территории. В Госдуме предложили разрешить отправлять сообщения автовладельцу по его номерному знаку, если он заблокировал выезд с парковки. Такие сообщения или звонки будут обезличены, чтобы защитить персональные данные обеих сторон, и позволят водителям оперативно информировать владельцев мешающих машин о необходимости освободить проезд. Авторы инициативы отмечают, что стоянка транспортных средств в местах, где они создают помеху для других транспортных средств, в том числе с прилегающих территорий, является административным правонарушением. В такой ситуации заблокированный водитель вынужден вызвать полицию, чтобы сотрудники составили административный протокол и вызвали эвакуатор, что требует не менее часа. Комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал закон о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Законом предлагается установить, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом распространение пропаганды child-free станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Также добавляется, что прокатное удостоверение на фильм не предоставляется в случаях, если фильм содержит пропаганду отказа от деторождения. Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на 21,6%, сообщили в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 ХЕС. Всего за весь период обнаружено 45 случаев, отметили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России количество заболевших ОРВИ выросло на 17,7% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 701 тысяча случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны. Мансур Булгучев и Исмаил Зурабов стали двойными призерами турнира по грэпплингу «Кровью и потом» Season X International Super Cup, который прошел в Москве. Мансур Булгучев стал двойным серебряным призером турнира в весовой категории до 27 килограммов среди опытных спортсменов. Исмаил Зурабов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 23 в ГИ и бронзовую в ноги.